8 декабря. Пирамида. Доброе утро! Здравствуйте! Сегодня понедельник, и очередную рабочую неделю встречаем с вами мы, Влад Портнов и Светлана Звонарева. Сегодня Международный день инвалидов. Кстати, сейчас предпочитает использовать термин «человек с ограниченными возможностями здоровья», чтобы подчеркнуть, что эти люди такие же, как и все остальные, ведь каждый из нас ограничен в каких-то ресурсах. Кому-то не хватает средств, кому-то способностей к точным наукам, ну а эти люди ограничены в плане здоровья. Ну, к этой теме мы вернемся позднее, а пока узнаем, что еще нас ждет в программе. Приятного аппетита! Готовим просто и быстро. Форма. Начинаем утро бодро. И другие полезные и интересные советы. В последние десятилетия все больше внимания уделяется тому, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя комфортно в социуме. Люди с инвалидностью все чаще покоряют спортивные вершины, но и демонстрируют высокие результаты в других сферах жизни. И в этом им охотно помогают. Например, ватерпольная команда «Синтез» рада принять у себя в гостях учеников специализированной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Смотреть на мяч во время броска нельзя, а прикасаться к нему двумя руками тем более. Юным болельщикам клуба «Синтез» эти правила знакомы уже давно. Но среди учеников есть и те, кто только начал интересоваться водным поло. И те, и другие были в восторге от встречи с командой «Синтез». Дети задавали очень много вопросов, а кто-то успел примерить экипировку и даже протестировать спортивный инвентарь команды. Конечно, в воду без подготовительных тренировок их не пустили, и по состоянию здоровья пока это невозможно. Ведь эти ребята являются учениками Казанской школы номер 76 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они пришли, увидели, что такое водное поло, для них это интересно, как можно на воде держаться. Кто-то, может быть, умеет плавать, кто-то не умеет плавать. Тут 6-летние ребята есть. По большому счету, это возраст, когда я сам в водное поло перешел в это время с плавания и одной рукой мячик кидать не мог. И вот сейчас они увидели, что только вратарь может двумя руками мячик брать, а игроки только одной рукой. И видно улыбки на лицах ребят, и это самое главное, наверное. После небольшой экскурсии ребята поднялись на трибуны, где смогли посмотреть тренировку. Руководство клуба и я лично, все стараются приглашать на такие встречи, на тренировки, особенно на игры. Интересно приходить на игры. Конечно, и тренировки интересно посмотреть, но лучше на игры. Мероприятие очень важно для нас. Нам очень приятно, что к нам приходят детишки и мотивируют нас на дальнейшие достижения, успехи. Рад стараться очень. По словам президента клуба Ирика Зеннурова, подобные встречи могли бы превратиться в хорошую традицию. Мяч с автографами игроков стал памятным подарком их юным болельщикам. Но не только в спорте могут демонстрировать свои достижения люди с инвалидностью. Участники творческой инклюзивной студии «Эмоция» творят свои шедевры на ниве современного пластического, музыкального, эмоционального театра. Сегодня у нас в гостях представители студии Неля Суркина и Инесса Клюкина. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Да, здравствуйте. И вот у меня первый вопрос, который напрашивается. Что это пластический, музыкальный, эмоциональный театр? Вот столько всего сразу. Что это такое? Можно сказать сразу, похвалить вас, потому что вы очень верно сказали, люди с инвалидностью. Многие говорят инвалиды или ограниченные возможности. Вы хорошо сказали в начале, ограниченные возможности здоровья. И огромное спасибо за это, потому что хотелось бы, чтобы с телевидения, с трибуны министерств и каких-то вышестоящих органов говорили верно. Спасибо.
Ну, а про наши спектакли, поскольку у нас люди очень разные, и у них очень разные способности, мы стараемся использовать все способности по максимуму. Да. И поэтому у нас есть и песни, и это музыкальная составляющая. Да. Есть у нас спектакль, который полностью пластический, люди, которые в обычной жизни, может быть, передвигаются. Это как пантомима называется? Нет, не совсем или как? так. Я вот тоже не представляю. Это такой смешанный жанр, мы там используем элементы танца буто японского. Он полностью пластический, он, кстати, будет в феврале месяце. 9 февраля. 9 февраля, да, в Камала, так что можно туда тоже будет прийти. То есть без слов абсолютно? Там есть слова, но их произносят мало. И больше актеры двигаются, и если они в обычной жизни передвигаются на инвалидных колясках или костылях, то в спектакле они существуют без всего этого. Замечательно. Как много людей задействовано вообще вот в театре вашем? Ну и я так понимаю, что совершенно разные, в том числе есть и люди с инвалидностью, да, и есть люди абсолютно здоровые, да, то есть все вместе. Да-да-да, у нас инклюзивный коллектив, и это как раз говорит о том, что есть люди с инвалидностью, без инвалидности, все старше 18 лет, и участников у нас тоже 18. У нас это основная труппа актеров. Конечно, к нам можно присоединиться, у нас проходят открытые мастер-классы, и все люди без актерского образования, то есть... Ну и вот такая вот смесь разных людей, мы понимаем, что театр существует не только для творчества, но еще и для социализации, да, то есть чтобы понять, что мы все равны, и мы все можем вместе делать какое-то замечательное дело. Мы говорим, что социализация и реабилитация – это приятные бонусы работы в инклюзивном коллективе, потому что, конечно же, людей объединяет желание заниматься творчеством, а не желание кому-то, например, помогать. О, ну, какие спектакли вы ставите? Вот сейчас 8 декабря, в субботу в 14 часов у нас будет спектакль «Страна сломанных игрушек». Это история девочки Ли, которая отправляется в страну сломанных игрушек за своим медвежонком. Ну, все хорошо, надеюсь, заканчивается, очень потому хорошо. что название такое печальное. Нет, все хорошо. И у нас авторские спектакли, Нелли пишет, придумывает специально для коллектива. А какая аудитория? Это дети, это юноши, это там люди взрослые? Этот спектакль 6+, он будет интересен и детям, и взрослым. А вообще, если говорить о нашей аудитории, то я бы сказала, что, во-первых, это дети с их особенным восприятием театрального искусства, да? Во вторую очередь, это, наверное, родители детей с инвалидностью, и для них посещение наших спектаклей – это не только возможность показать что-то своим детям, но они сами начинают понимать, что на самом-то деле все не так печально, как им кажется, когда они находятся внутри этого своего мира, и что есть выход, и что во взрослом состоянии человек с инвалидностью может быть активен, может принимать участие в интересных мероприятиях, и это не означает изолированность. Да? Дальше это, наверное, вообще взрослые люди, и их можно, наверное, разделить люди с инвалидностью, которые приходят, потому что им интересно творчество также людей с инвалидностью. А есть взрослые люди вообще, которые дают нам обратную связь, которая нам очень важна, потому что они нас воспринимают не в контексте социальной работы, а в контексте вообще творчества, которое есть в Казани. Ну и давайте в завершении разговора вкратце расскажем тем, кто заинтересовался этой темой, о ваших творческих планах. Да. Самый простой вопрос. Хотели бы рассказать о нашем новом проекте, и Неля, автор идеи проекта. Расскажи, пожалуйста, вкратце. Это проект, это видеоролики, которые выходят на YouTube. Социальный проект «Человекс». Мы очень много ездим, знакомимся с интересными людьми, и среди них много людей с инвалидностью. И мы поняли, что люди с инвалидностью очень классные, очень активные. И о таких людях мы рассказываем в нашем социальном проекте. Он может быть интересен молодежи, потому что это люди, которые добились реальных успехов. Например, у нас там есть девушка, которая незрячая, но она училась в Манхэттенской школе искусств. Не каждый может похвастаться таким достижением. Вот. И есть люди, преуспевшие в разных профессиях, в спорте. Вот.
То есть это доказывает, что возможности не ограничены. Да, да, и наши планы, помимо ведет. наших спектаклей, которые прописаны, уже есть планы и гастроли, развитие нашего проекта «Человекс». Вот эти видеоролики. Остается пожелать вам успеха. Да, успехов, творческих Спасибо. побед. Человекс, эмоция, узнавайте, что это такое, присоединяйтесь, ну и развивайтесь творчески Благодарим. вместе с нами. Спасибо. Оставайтесь на ТНВ, мы продолжим совсем скоро. Настало время узнать, что нам обещают звезды. Гороскоп прямо по курсу. Итак, Овны, у вас сегодня удачный день. Вы сможете проявить свои таланты и способности в самых разных областях. Проявите изобретательность, используйте нестандартный подход к решению задачи, и успех вам гарантирован. Кроме этого, возможны значительные события в личной жизни. Тельцы также будут активны и работоспособны, однако им стоит проявить внимательность при работе с документами и при заключении договоров. Возможны ошибки, которые приведут к незапланированным результатам. У Близнецов сегодня хороший день, чтобы дарить и принимать подарки, а также исполнять просьбы. А вот чего сегодня не стоит делать, это переставлять мебель, рубить деревья, подписывать документы, пускаться в рискованные авантюры, вступать в споры и конфликты. Ну, я думаю, близнецы с удовольствием этого избегать будут. Проведите день в кругу семьи или с близкими друзьями. Ну, насыщенный день, да? Мог бы быть, но его не рекомендуют осуществлять. Да. Не рубите деревья. Не рубите деревья. Раки. Благоприятный день для совместных мероприятий или коллективного отдыха. В понедельник. Почему бы и нет? Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе. Вечером вероятно осложнение в отношениях с детьми или ссора между партнерами по браку. У Львов сегодня непростой день. Возможно, придется столкнуться с непорядочностью людей, которых вы считаете своими союзниками. Незаконные дела или невыполненные обязательства могут привести к финансовым потерям или осложнить отношения с партнерами. Незаконченные дела. Это важно, потому что тонкая Да, это большая разница. Большая разница. Девам также сегодня придется проявить выдержку. Судьба посылает вам испытания, проверяет на прочность ваши жизненные принципы и взгляды. Вероятны обманы, разочарования, травмы. Избегайте дальних прогулок, путешествий, возможно, столкновения с грубостью и хамством. Не самый удачный день для львов и дев. Я предлагаю вам не огорчаться, а просто придумать себе более приятные предсказания на день. Ведь самовнушение, оптимизм – великая вещь. Так что составляйте свой гороскоп себе сами. Да. На самом деле, это все скорее тема для развлечения. Гороскоп – ваша жизнь в ваших руках. Ну, пока отвлечемся от темы звезд и, уделим внимание кулинарии. Сэндвич. Очень удобный вариант для перекуса. По сути, это тот же бутерброд, только между двумя ломтиками хлеба. Кстати, отличие сэндвича от бургера в том, что внутри бургера находится котлета. Ну а в сэндвич кладут мясо, нарезанное кусочками. Казалось бы, нет ничего проще, чем приготовить сэндвич. Взял 2 кусочка хлеба и положил между ними зелень, мясо и сыр. Но любители кулинарии даже это элементарное блюдо умудряются превратить в кулинарный шедевр. Для приготовления этого оригинального сэндвича вам понадобится 2 ржаных хлебца, 100 граммов шампиньонов, 2-3 ломтика копченой курицы, 60 граммов тертого пармезана, 1 чайная ложка тимьяна, 2 зубчика чеснока и 1 столовая ложка петрушки. Мелко нашинкуйте зелень, измельчите чеснок, приготовьте листики тимьяна. Шампиньоны нарежьте пластинами и обжарьте вместе с чесноком и тимьяном в небольшом количестве масла. Подождите, пока не выпарится вся влага. Посолите, поперчите и добавьте петрушку. Смешайте готовые грибы с тертым сыром. Теперь можно приступать к выкладыванию начинки. На хлебец положите кусок курицы, сверху жареные грибы. Накройте вторым хлебцем и запеките сэндвич 2-3 минуты.
Приятного аппетита! Ну вот, кстати, жизненное наблюдение. Обычно сэндвичи и бургеры всякие любят дети, потому что кушать суп – это как бы тяжело и неохота, а сэндвич с радостью. Кстати, про детей. У детей есть свое мнение по каждому поводу, и довольно часто оно гораздо интереснее того, что думают взрослые. Пришло время убедиться в этом очередной раз. Сегодня малыши поделятся с нами своими размышлениями на тему секретов. Мы расскажем про секрет. Секрет – это когда человек тебе говорит что-то по секрету, но тебе нельзя это рассказывать. Еще это по-другому называется тайна. Секрет бывает про день рождения и про любовь, а у мальчиков про черепашку-ниндзя и войнушку, но я больше всего люблю про любовь, потому что я девочка. Секрет – это сюрприз для именинника. Его сначала скрывают, а потом открывают, чтобы было весело. А для мамы сюрприз – это цветочки, разные браслетики. А я не люблю секретики. Я люблю клады, которые зарыты в земле. Если их откопать, то станешь миссионером. Секрет – это тайна, которую никому нельзя рассказывать. А если расскажешь, то не будет секрета. Секрет – это сокровища, и деньги, и кого любит девочка. А еще секрет – это подарок, чтобы именинник раньше времени не догадался. Секрет говорят всегда на ушко, чтобы никто не слышал. А если его услышат, то это уже будет не секрет, а шутка. Через секрет можно договориться о встрече, чтобы никто лишний не пришел. А больше всего секретов у меня с Левой, потому что он мой лучший друг. И никому не расскажет мои секреты. Секрет – это когда мне рассказывают про человека, а я это никому не рассказываю и держу в голове. Если кто-то спрятал машинку или разбил тарелку, это тогда секрет. А если про тарелку все узнали, тогда секрет рассекретился. Да, вот какие у детей маленькие секреты, а вот уже у больших взрослых секреты так секреты, как у мужа. Вот куда заначку спрятал? Ну, им еще это предстоит узнать. Представляешь, сколько у них будет чудных открытий в течение Ну что ж, а я не шкаф и не музей хранить секреты от друзей и от наших телезрителей. И сейчас мы расскажем... Да, секреты здоровья будем раскрывать, которые вообще-то лучше бы нам всем знать. Артроз коленного сустава – очень распространенное заболевание. Им страдает около 12% молодых людей и четверть пожилого населения. Причем женщины страдают артрозом чаще, чем мужчины. Довольно часто артроз коленного сустава становится причиной инвалидности. Существует много способов лечения артроза, а мы расскажем о том, как сделать так, чтобы это заболевание вас не побеспокоило. Движение – жизнь. Мы ходим, сгибаем колени, когда садимся, делаем упражнения, и даже когда просто стоим, наши колени работают. Но суставы в них не вечны, им нужна профилактика артроза. Заболевания в области коленного сустава называются артрозом, в частности гонартроз. Отек суставов возможен, гиперемия, то есть покраснение. Самое главное – ограничение подвижности и ограничение функции этого сустава. То есть сустав расслаблен, то есть сустав при движениях вот таких колебательных возникает болезненность, возникает ограничение в сгибании или разгибании сустава. Поскольку именно врач назначает препараты нестероидного противовоспалительного ряда, контрпротекторы, то есть вещества, из чего организм будет восстанавливать хрящевую поверхность сустава. Гимнастика. Это 3 кита, на которых держится восстановление функции коленного сустава в частном случае. Так. Первое упражнение самое простое. Это сгибание и разгибание в коленном суставе без нагрузки, то есть
пассивном состоянии или активно-пассивном состоянии, без осевой нагрузки на сустав. Выполняется упражнение можно стоя, сидя или лежа. Максимальное сгибание, максимальное разгибание. Следующее упражнение можно выполнять стоя. Это движение в коленных суставах. Приведение, отведение по часовой стрелке, медленно, спокойно, без напряжения и против часовой стрелки. Если вы можете выполнять такое движение, это показатель, что ваши коленные суставы в абсолютном здоровом состоянии находятся. И следующее движение – это движение максимальное приведение. Хорошо. Осаночка. Пружинистые движения в коленном суставе с напряжением тазобедренного сустава. Ага, следующее. Хорошо. Следующее упражнение, которое все знают, это велосипед. По часовой стрелочке. Хорошо. И против часовой стрелки, против себя. Обратное движение. Отлично, замечательно. Совместное движение коленными суставами. Это усложненное движение. Оно очень эффективно для брюшного пресса. Если же такое упражнение вам тяжело выполнять, можно перейти к более облегченному варианту. Прошу вас. Поехали. Вот такие движения. Опять же, всегда помним, что полезно совмещать суставные работы одного крупного сустава, совмещать с движениями в другом суставе. Общий мышечный насос интенсивно увеличивает кровообращение, лимфообращение, убирает венозный стаз, что в конце концов приводит к эффективности, повышению эффективности занятий. Можем предложить вашему вниманию великолепное устройство, эффективность которого доказана очень давно. Этим устройством мы укрепляем связочный аппарат голеностопного сустава, коленного сустава, тазобедренного сустава. Нагрузка распространяется синхронно, одновременно, синхронно движение. Можно асинхронно движение осуществлять. Выполняя вот такое движение, вы подключаете мышцы спины, мышцы стабилизатора позвоночника. Ежедневная тренировка суставов коленей наряду с правильным питанием и осторожностью при ходьбе или беге – залог того, что ваши колени будут в порядке всегда. Вот раз мы начали тему занятий физических, да, разминок, продолжим. Упражнение планка уникально по своей простоте и эффективности. Не делая буквально ничего, не используя никаких подручных средств, вы можете укрепить не только свой пресс, но и весь мышечный корсет, повысить силу, выносливость мышц, ну и сделать силуэт подтянутым. Но это на самом деле не так просто, как кажется. Существует несколько вариантов этого упражнения, а Соль Мухамедзянова опробовала на себе некоторые из них. Что это такое у вас тут происходит? Планочка укрепляет спину и пресс. Я тоже хочу планочку. Девушки. Доброе утро, друзья. Здравствуйте. С чего начнем? С классической планки. Встаем в полулежа, руки на ширине плеч, ноги также на ширине плеч. Спина прямая, таз чуть-чуть вниз. Смотрим перед собой. Держим от 10 до 30 секунд. Боковая планочка. Поворачиваемся боком, смотрим наверх. Держим от 10 до 30 секунд. Поворачиваемся в другую сторону. И третья планочка, встаем на локти. Спинка прямая, смотрим перед собой. Также держим от 10 до 30 секунд. Опускаемся на пол. После этого упражнения обязательно нужно растянуться. Делаем прогиб
И стараемся носочками коснуться макушки. Смотрим в потолок. Растягиваем мышцы пресса. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закончили. Занимайтесь сами, занимайтесь вместе с детьми. Всего доброго! Будьте здоровы. У меня спина укрепилась, только садиться на меня не надо. Совсем скоро в Казани открывает свои двери. Кто или что, вы узнаете чуть попозже. Сейчас реклама и продолжим. Как работает реальная экономика? На ТНВ по понедельникам в 22:10. Галерея современного искусства Музея изобразительных искусств в Республике Татарстан почти 2 года была закрыта на ремонт. И вот совсем скоро, уже с 8 декабря, она вновь откроет свои двери для посетителей. Чем встретит и удивит нас обновленная галерея, об этом поговорим с директором Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан Разильей Нургалиевой. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Разилья Миргалиевна, вот мы уже выше сказали, то, что 8 декабря наконец-то открывается галерея современного искусства. Но это, конечно, большое событие в жизни города. Мы не спрашиваем, каких нервов вам это стоило. Все-таки давайте сразу перейдем к делу. Да. Какая она, новая галерея? Вы знаете, это сейчас, мне кажется, одна из самых интерактивных и самых обновленных площадок, которая будет иметь большие площади для выставочные. Ну и все помнят, в каком состоянии это здание было, это 80-х годов. И даже по фасаду уже видно, да, что фасад утеплен, оконные рамы заменены, крыша заменена. Есть система кондиционирования, есть система контроля доступа, пожарные системы, противопожарные и так далее. Ну и, конечно, мы постарались, чтобы интерьер был настолько лаконичен, нейтрален для того, чтобы и в то же время очень удобен, и в то же время очень современен, для того, чтобы посетителям было там интересно, уютно, так же, как и картина, которая не требует каких-то подтверждений. Площадка, выставочная площадка, она еще тем хороша, что она рассчитана, вообще произошла перезагрузка, как бы, да, она рассчитана на молодую публику, потому что галерея современного искусства – это все, что находится на грани 20-21 века и даже, может быть, ближе, дальше к середине 21 века, стремление художников мы там будем показывать. И там будет великолепная детская площадка, где они будут изучать, что такое современное искусство. Они будут пытаться что-то сделать сами, потому что там будет у них интерактивная очень доска. То очень есть мастер-классы какие-то так это подразумеваются? Сами да, вы говорите? Да. Вы знаете, это даже не мастер-классы, а это скорее психо-физиокультурологические такие программы, когда ребенок, он настолько современен, он даже более современен, чем мы с вами. Да. И они адаптируются вот в этом пространстве изобразительного современного искусства проще, чем мы с вами. Мы начинаем задавать вопросы, откуда это и почему. Они этих вопросов не задают. И я думаю, что там и будет очень интересно. Там великолепные совершенно, конечно, инновационные технологии вплетены во все залы, да, там, мультимедийные программы, система дополненная реальность, будет возможность посмотреть, музыкальные, возможно, программы проводить, театральные, поэтические и кино, фото. Я думаю, что это действительно самая лучшая площадка, и я очень благодарна, что руководители нашей республики, они очень поддержали вот эту инновационную тему. Да, кстати, мы знаем, что 8 числа будет открытие общее, но 7 тоже будет какое-то мероприятие. Да, да. 7 числа я очень надеюсь, и мы очень надеемся, что нас посетит наш уважаемый президент Рустем Нургалиевич, потому что он видел, как это было, вот фактически было, черное обвалившееся, начиная там от фундамента, протечка крыши, рамы вот с такими щелями, и что стало. И вот этот период, он практически не был, то есть для него это тоже будет совершенно, мне кажется, замечательное событие, что не зря вложено
ухоженные средства. Это очень важно. Будет потрясающий свет, подсветка для картин. Будет потрясающее музыкальное сопровождение. Возможность адаптировать изображение или, например, там, какое-то произведение в другую среду, светомузыкальную среду. То есть это вообще, вот, я думаю, что возможности можно написать просто на фасаде. Возможности. Это все суперсовременное, да, из технической точки зрения. Да. Но ведь нас еще интересует и наполнение, контент. Наполнение. Да, какими выставками будет открываться галерея? Вы знаете, поскольку мы Государственный музей изобразительных искусств, мы очень хотим показать и такие выставки, например, у нас открывается на первом этаже, это к 80-летию Игоря Волоха. Так же, как и Родченко, если вы помните. Почему мы показали Родченко? Потому что это казанский парень, он учился здесь. Почему Игорь Волох? Он сформировался здесь. И он стал интересен уже, когда он учился в институте, в училище. И вот мы показываем уникальную выставку, где будут представлены его самые ранние работы и вообще как бы история его жизни, старые фотографии, письма. Мы даже узнали, где он жил и родился, да. То есть биографического плана. Да, но и изобразительного, потому что мы привезли из Москвы, из частных коллекций, очень хорошую его такой вот хороший пакет произведений, который даст полное представление об его искусстве. Это человек, который был интересен не только в России, но и за рубежом. Будет потрясающие выставки, две, которые связаны, конечно же, с развитием культурно-выставочного центра на нашей площадке Русского музея. И мы хотим на этой площадке, хотели показать, что Русский музей – это не только Кандинский, Филонов, Шишкин, Репин, Боголюбов и так далее, а это еще новейшее искусство. Выставка «Россия. Реализм 21 века» – это как раз то, что даст понимание, а что такое реалистическое искусство и есть ли оно. И что самое важное, что 3 наших художника – это вообще-то впервые попадают вот на такой большой проект. 3, 1 молодой – это Цибисов, и 2 уже зрелых мастера. Это Мусин и Сиразеев, будут представлены на этой экспозиции. Помимо грецкого, фантастического, вы просто получите такой культурный шок от этой выставки, я надеюсь. И третья выставка – это Андрей Тарковский, к юбилею. Мы еще раз хотим показать, рассказать вместе с Русским музеем, что Андрей Тарковский – это совершенно необыкновенная личность, который вот аналог пока вот мы не можем... если он сейчас, да, в кинематографии, мы его родословные покажем, да, что он все-таки, у него тюркские корни, его потрясающий совершенно отец, это поэт, который переводил с восточных языков поэзию на русский. И ведь, вы знаете, Андрей Тарковский первый, куда он поступил, это на Восточный факультет, также, кстати, Толстой. Да? Это вот интересные такие вот аналогии. И вот эта вот выставка, это, конечно, в основном фото, видео, это будут репортажи. Мы увидим его рисунки, потому что выставка называется так: Андрей Тарковский, художник пространства. Но самое главное, что в этом проекте, в нашем проекте, будет принимать участие наш художник, который работал как художник-сценарист, Рашид Сафиуллин у Андрея Тарковского. Они были очень дружны, и вы увидите, как в «Сталкере» реализовались его совершенно удивительные вот эти декорации, да, которые они делали своими руками, и в содружестве с Андреем Тарковским. Итак, вы так вкусно рассказали обо всем этом, что хочется действительно скорее дождаться 8 декабря. Да, 8 декабря, Государственный музей изобразительных искусств. Добро пожаловать, насыщаемся творчеством. Спасибо большое за интересный рассказ. Вам. Заинтриговали. Да. Ну и мы сейчас тоже попробуем заинтриговать наших зрителей. Что сегодня будет интересного в Казани? Куда можно сходить, что можно увидеть? Сейчас узнаете. Сегодня в Казани выступит Надежда Кадышева и группа «Золотое кольцо». Песни этого коллектива для многих стали родными и близкими, благодаря своей особой душевности и истинно народным интонациям. А каждый концерт Надежда Кадышева представляет собой удивительную смесь прекрасной музыки, теплой атмосферы, артистического таланта певицы и хорошего настроения.
В Музее исламской культуры Казанского Кремля проходит выставка, которая будет интересна тем, кто неравнодушен к истории архитектуры нашего города. Архитектор, академик Международной академии искусства и культуры, профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Равиль Айдаров изобразил на живописных полотнах объекты своего научного интереса – деревянные дома Казани рубежа 19-20 веков. Особенно важен тот факт, что картины эти написаны не просто художником, а архитектором, который с достоверностью и огромным вниманием к деталям изображает памятники русского и татарского деревянного зодчества. Особое очарование работам придает то, что дома изображены в контексте своей эпохи. На их фоне разворачиваются бытовые сцены, которые позволяют еще лучше почувствовать атмосферу времени. Выставка, которая заинтересует любого мужчину, проходит в музее Пушечного двора. Представленные здесь экспонаты являются собой вершину мастерства европейских оружейников 16-18 веков. Парадное оружие, инкрустированное драгоценными металлами и драгоценностями, доспехи, богато украшенные чеканкой, расшитые знамена, были изготовлены по личным заказам королей и князей той эпохи. Здесь можно увидеть, как выглядело оружие тех времен. Двуручные мечи, кинжалы и даже образцы огнестрельного оружия. Аркебузы и мушкеты будоражат воображение и рождают образы великих битв прошлого. Мы напоминаем, что и сочетаем в нашей программе тему и здорового духа, и здорового тела. Да. Поэтому сейчас продолжим тему здоровья именно вот физического. Мы сегодня немало уделили внимания разным упражнениям. Коленный сустав потренировали, планку поделали. Но чтобы тело сохраняло гибкость, а мышцы эластичность, не обойтись без растяжки. Ну вот ею займемся прямо сейчас. Растяжка. Растяжка помогает восстановить мышцы после тренировки. Чтобы не получить травму, тянитесь только на разогретые мышцы. В идеале сразу после тренировки. Растяжка мышц рук. Одну руку заведите за спину. Старайтесь коснуться ладонью лопаток. Свободной рукой плавно тяните локоть на себя. Выпрямите руку и потяните на себя, стараясь локтем коснуться груди. Растяжка мышц ног. Ноги вместе. Медленно наклоняйтесь вниз до параллели с полом. Спину держите ровно. Руками старайтесь коснуться пола. Сделайте выпад вперед. Колено держите под прямым углом. Руки поставьте на пол. Тяните таз вниз. Вы почувствуете напряжение в отведенной ноге. Возьмите себя за носок. Медленно тяните носок вверх. Постарайтесь коснуться пяткой ягодицы. Задержитесь в этом положении на несколько счетов. Обхватите себя за колено. Соблюдая равновесие, подтягивайте колено к груди. Задержитесь в этом положении на несколько счетов. Растяжка мышц спины. Поставьте ноги шире плеч. Спину держите ровно. Медленно опускайтесь вниз. Старайтесь поставить локти на пол. Тянитесь копчиком вверх, а макушкой вниз. Задержитесь на несколько счетов. Одну руку поставьте на пол, а вторую вытяните вверх. Тянитесь кончиками пальцев в потолок. Повторите все упражнения на другую сторону. Будьте гибкими, будьте в форме. Сделать день продуктивнее поможет не только гимнастика, но и множество мелких, но очень полезных привычек. Какие бывают полезные привычки? Сейчас будем разбираться. Привычка номер 1. Массировать мочки ушей по утрам.
Самомассаж ушей можно начать первым делом сразу же после пробуждения или перед тем, как чистить зубы. Это поможет быстрее проснуться и запустить работу внутренних органов, тонизировать нервную систему, подготовить желудок работать, а кишечник очищаться и так далее. Дело в том, что на ушной раковине расположено около 170 биологически активных точек, через которые она рефлекторно связана с органами и частями тела. Привычка номер 2. Записывайте свои мысли. Заведите специальный блокнот или ведите заметки в телефоне. Тут самое важное – записывать мысли сразу же, как они приходят вам в голову, иначе в 70% случаев вы потом их просто забудете. Привычка номер 3. Пользуйтесь скрабом для кожи головы. Привычка номер 4. Тренируйте свою память. Лучший способ – это учить по одному стихотворению в день. Привычка номер 5. Ставьте вещи на свои места. Постоянно теряете вещи, а в нужный момент не можете вспомнить, где видели их в последний раз? Приучите себя к тому, что у вещей, которыми вы постоянно пользуетесь, должно быть свое место, на которое нужно их возвращать сразу же после использования. Привычка номер 6. Ухаживайте за ногами. Так уж получается, что наши ножки вечно обделены вниманием, особенно в холодное время года. Возьмите себе за правило ухаживать за ними регулярно. Как минимум наносите питательный крем под носочки на ночь и делайте легкий самомассаж. Привычка номер 7. Совмещайте процессы. Читайте в дороге, слушайте аудиокниги во время педикюра или делайте сразу несколько бьюти-процедур. Привычка номер 8. Изучайте ассортимент онлайн-магазинов. Чтобы ваш шопинг был эффективнее, перед тем, как отправиться в торговый центр, изучите ассортимент магазина в онлайн-версии. Это поможет вам лучше ориентироваться в коллекциях и ценах. Так вы гораздо быстрее найдете нужную вещь и сэкономите время на поисках. Это были все правильные привычки на сегодня. Любите себя, ухаживайте за собой и помните, вы прекрасны, а мы только помогаем подчеркнуть вашу естественную красоту. Но я бы добавила сюда еще одну полезную привычку. Это каждый день в 8:10 включать ТНВ и смотреть нашу программу. Здесь много всего интересного. И вот одно из некоторых интересных, которых мы не договорили, это продолжение астропрогноза на сегодня. Итак, весам звезды сегодня советуют остерегаться буквально всего. Быстрой езды, колющих и режущих предметов, работы с электроприборами, огня. Да что ж такое-то? Не выходите вообще из дома. Общение с друзьями тоже рекомендуется проявить. В общении с друзьями рекомендуется проявить осторожность. Скорпионы. Звезды предлагают именно сегодня начинать серьезные деловые переговоры. Особенно успешной будет первая половина дня. Однако окончательный результат дел будет зависеть от вашего настроения и заинтересованности. Стрелец, от вас потребуется способность адаптироваться в трудных условиях. Велика вероятность серьезных перемен в вашей жизни. Новые дела стоит начинать только после завершения всех прежних. Козероги, вам необходимо более активно искать сферу выгодного вложения сил, интеллекта и капитала. Благоприятны новые контакты с партнерами, которые принесут доход в будущем. За что бы вы ни взялись, вас сегодня ожидает успех. Однако не переоценивайте свои силы и возможности, они не безграничны. Водолеи, в семье вновь воцарятся мир и согласие. Возможно получение прибыли при содействии друзей и родственников. Ждите приятных сюрпризов и подарков. Подходящее время для приобретений, перемен и поездок. Рыбы, сегодня постарайтесь избегать обещаний, клятв и ненужных разговоров, потому что сейчас они ни к чему, кроме взаимного раздражения, не приведут. Накопившиеся дела могут занять всю первую половину дня. Ну что ж, наша программа завершается, а вот что вы увидите завтра. Без рецепта можно ли заниматься спортом людям с болезнями сердца? Приятного аппетита! Готовим сытный бургер с яйцом. Форма. Представляем эффективный комплекс упражнений для ног. Это и многое другое завтра в 8:10 на ТНВ. Сегодня утро вместе с вами начинали Светлана Звонарева, Влад Портнов. Желаем вам легкого понедельника и такой же легкой рабочей недели. Увидимся завтра. Пока-пока. Пока-пока.
Волга Радиусы при поддержке телеканалов «Татарстан. Новый век», ТНВ «Планета», телеканала «Майдан» представляют самое долгожданное музыкальное событие уходящего года. 6-ю церемонию вручения национальной музыкальной премии «Алтын Йолдыз». Мы вместе зажигаем звезды. 8 декабря. Пирамида.